Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка непростая, отсыпка без темы. Я запрошу информацию из потока. И пусть это видео найдет именно тех зрителей, кому будет адресовано. Либо в нужный момент жизни это видео пусть вас найдет и даст вам либо совет, либо подсказку. Темы нет. Если вам интересно, присоединяйтесь. Вот какая информация пойдет, то я вам и передам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, важную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Здесь у меня два человека, как будто бы на разных островах, берегах, можно так сказать. Далеко друг от друга встреча этих людей, либо объединение этих людей кажется невозможным. Вот ни при каких обстоятельствах мы не сможем встретиться, либо мы не можем быть вместе. Здесь как бы и для тех, кто действительно друг от друга далеко, и для тех, кому нельзя, и для тех, кто поссорился, расстался, и для тех, кто, например, в треугольнике находится. Вот если вы нашли это видео, если рука ваша потянулась нажать, посмотреть, то это предсказание для вас. Видите, большой ангел в виде голубя стоит над этими людьми и их защищает. И встреча, и объединение, вот они, видите, показано, вы как будто бы с разных берегов прилипли друг к другу, целуетесь, а между вами, видите, вот он, листик, да, вот как дерево начинает прорастать, вот первый листик. То есть вам по судьбе быть вместе. И какие бы преграды ни стояли на вашем пути, вас высшие силы сведут. Вам дадут шанс на счастье, на то, чтобы вы были вместе. Это и есть воля высших сил. Объединить двух любящих людей. Вы друг другу по судьбе. Высшие силы на вашей стороне. И вместе вы точно будете. Вот чтобы кто бы вас ни разделял, вам быть вместе. Здесь именно как воля высших сил читается. Ну а этот листик — это как будущее счастье, будущая семья и долгая счастливая жизнь на двоих. Дальше, мои хорошие, здесь показывают человека, который много ошибок сделал. Прям допустил какие-то непоправимые ошибки. Возможно, вы сейчас очень разочарованы. Возможно, вам кажется, что это человек, не знаю, там враг, вредитель, человек, ходячая лиха, да, и вы такая думаете, блин, вот глаза бы мои тебя не видели. Но здесь показано, что это человек, несмотря на вот это прошлое, на всю эту прошлую подоплеку, это человек не просто так в вашей жизни, это человек вам окажется полезным. Вот несмотря на все эти глупости, гадости, в какой-то момент жизни этот человек окажется незаменим. Либо благодаря этому человеку что-то грандиозное произойдет, либо грандиозно поменяется для вас, для вашего будущего. Сейчас вы смотреть не хотите на этого человека, общаться не хотите близко к себе подпускать, а вот человек не уходит из вашей жизни. Ну, потому что у него есть задание, есть особая миссия. И в нужный момент, в нужное время именно этот человек, вот он что-то сделает для вас глобальное, серьезное, жизнеутверждающее, судьбоносное. Вот так показали. Если вы задавались вопросом, да, ну за что мне эта кара небесная, а на самом деле это человек не кара, это человек ключ от вашего будущего счастья. Вот так показали. Не просто так в вашей жизни. И просто так вам от него не избавиться, либо от нее не избавиться. Есть миссия, есть задание, и человек доведет эту миссию до конца.
Потом все поймете. Сейчас не поймете, потом поймете. Сейчас вы не хотите видеть, а потом будете готовы, не знаю, расцеловать, да, вот прям зацеловать этого человека вот с благодарностью за то, что остался в вашей жизни, за то, что для вас что-то грандиозное сделал. Так, а здесь мне показывают мужчину. Мужчина, который, ну, такой, знаете, ветреный, что ли, несерьезный. Может быть, у него вредные привычки, может быть, его поведение оставляет желать лучшего. Может быть, он ведет себя, ну, вот прям странно и подозрительно. Мужчина вызывает сомнения. Вы ему как не верите. Нет, вы хотели бы ему поверить, но он как не показывает серьезность намерений. Смотрите, этот мужчина стоит на пороге какого-то не очень приятного события. Знаете, вот говорят про такие события, что вся жизнь перед глазами пролетела. Вот войдет он в это событие сам собой, а выйдет другим человеком. Почему-то еще идет выражение Горбатова «только могила исправит». Да, может быть, вы думали именно об этом человеке и именно такими мыслями. Но вот на ваших глазах произойдет чудо перерождения, либо чудо перезагрузки. То есть заходит шалтай-болтай, а выходит прям серьезный мужчина, ответственный, положительный, любящий, заботливый. Если там вредные привычки, то он напрочь от них всех откажется. Если это какой-то, ну, образ жизни, который вам не нравится, да, то станет порядочным, ну, мужчиной, порядочным семьянином. То есть событие само по себе неприятное, даже, возможно, в какой-то степени страшное, да, вот вся жизнь перед глазами у него пролетит. Но после этого события он станет совершенно другим. Он станет, ну, вот сам собой, да, либо нормальным человеком, не знаю, как объяснить вот правильней. В общем, вы его не узнаете. Не надо на нем точку ставить, все решится, ну, буквально в ближайшие, не знаю, там, дни, можно так сказать, да, но не больше, чем месяц. Вот событие произойдет. Совершенно другой человек. Вам даже как-то заново придется с этим человеком знакомиться. Ну, прям совсем не узнаете. Внешность та же, ну, может, глаза по-другому будут смотреть, да, но слова, действия, поступки совершенно другие. Вот как небо и земля мне идет. Сейчас мужчина даже как не земля, а скорее как адская мука, да, но будет как небо, вот так показали. Еще про работу показывают кому-то. Говорят, что нужно ждать и терпеть. Может быть, у вас работа не сахар, да? Может быть, работа вам не нравится, в тягость. Может быть, на работе какие-то проблемы. Но говорят, что нужно подождать и потерпеть. Видите большую тройку? И в этой тройке вот внизу, да, прям лодочка, и вы в этой лодочке стоите. Что-то должно произойти, может быть, через 3 дня, может быть, через 3 недели, может быть, через 3 месяца. Что-то должно произойти, и это будет отправной точкой в вашем, например, карьерном плавании. Да? Вот мне идет почему-то, что вас вот как-то будут продвигать, повышать, улучшать условия. Возможно, будет новый контракт, возможно, будет действительно как новая должность, а может быть, вас даже куда-то переведут там, в другой филиал, либо в другое отделение. То есть там вам точно будет идеально, вот прям как все сложится. А если вы сейчас уйдете, то уйдете в пустоту и в стресс. Почему? Потому что сложно будет найти работу, потому что вы будете переживать, что деньги заканчиваются, там, семью кормить надо, себя кормить надо, в конце-то концов, а денег нет, и я не могу устроиться. Лучше дождаться и лучше потерпеть. И если ваши коллеги все увольняются, либо, ну, как-то там подыскивают себе другие варианты, это не ваш путь, вам не нужно на них смотреть. У вас свой путь предопределенный, вам по судьбе там остаться, либо благодаря этой организации, этой конторе, фабрике, не знаю, предприятию, вам расти. Вот они как толчок вам должны дать, но вы должны потерпеть, да, вот эту троечку потерпеть. 3 дня, 3 недели, 3 месяца, но не более того. Дальше показывают мне женщину. Женщина, которая вот как-то злобно смеется вам в лицо. Она вроде как смеется, может, злословит, может быть, вам желает плохое, может быть, ну, какие-то гадости делает. Но показано, что дома она как ревет, как корова ревет, да, вот прям белуга ревет. Слезы болезненные, горькие, такие, знаете, токсичные. То есть она не показывает того, что с ней на самом деле происходит. Ну, типа, с вами она такая героиня, да, острая на язык, а вот дома она рыдает навзрыд
лебедь рыдает, как, ну, не знаю, раненая волчица рыдает. Просто она держится с последних сил. И если делать то, что вы сейчас делаете, ну, продолжать, да, ну, по крайней мере, как-то не реагировать, либо, ну, не сходить с выбранного пути, с выбранной дороги. Вот поверьте, она скоро сломается. Может быть, это ваша конкурентка, может быть, это какая-то неприятная личность, да, но вот она скоро сломается, уже ревет. Пока только дома, да, но скоро она и по жизни будет реветь, да, и в вашем присутствии будет реветь. То есть там уже надлом очень серьезный, еще чуть-чуть, и она полностью сломается. Но мне идет она как женщина-враг. Женщина, которая, ну, не знаю, портит вам все, пьет вашу кровь, да, нервную систему вам разрушает. То есть нужно еще немножечко как-то дотерпеть. Дальше. Покупка чего-то. Серьезная покупка, дорогостоящая покупка. Вам кажется, что это нереально, это невозможно. Вот, я не знаю, там 300 лет нужно работать, чтобы заработать, и то не заработаем. Может быть, жилье, может быть, что-то другое. Ну вот денег много надо, очень много. Столько, сколько вы, возможно, за всю жизнь не видели. И вам кажется, что это невозможно, даже не хотите об этом думать и мечтать. Тут показан какой-то беспроигрышный вариант. И показано, что вам мужчина будет этот вариант предлагать. Либо благодаря этому мужчине, благодаря тому, что вы на его вариант согласитесь, это приобретение у вас будет. Будет. Вот то ли он знает как, то ли у него это есть, да, и он будет готов там какую-то рассрочку сделать, либо какие-то уступки. А может быть, благодаря мужчине, да, он приобретет и вам, например, передаст. Вот, показано, что будет. Будет то, чем будете гордиться. Будет то, что другим недоступно. Да, вот вы как обретете, приобретете, либо обретете. Мне вообще кажется, что это как жилье идет, да, дорогостоящее жилье, имущество, вот именно недвижимое. Так, еще. Здесь показывают маленькую собачку, которая топчется на вашей согнутой спине. Кто-то из друзей вами пользуется. Возможно, маленькая, это потому что ростом меньше, либо возрастом младше. Но прям топчется на вашей спине. И несмотря на то, что собачка небольшая, но может нанести травму, либо может быть перелом. Кто-то из ваших друзей вами знатно пользуется. И пока не поздно, нужно что-то с этим делать. Да? Это не значит, что нужно прекратить дружить, но не нужно быть как удобной подругой, удобным другом. Не нужно все, что имеете, делать либо давать своим друзьям. Это как бы корни неправильно. Вот вроде как этот человек и не просит, может быть, вы и сами в какой-то момент дозволили, да, а теперь это как в колею вошло. Но пока не поздно, снимите эту собачку со своей спины. Вот, дружить можно и по-другому, да. Вы никому ничего не обязаны. Это все как на добровольных основах идет. Дальше про деньги говорят, а вернее про заработки. Вот кто зашел на эту отсыпку? Будь вы мужчина, будь вы женщина. Неважно, сколько вам лет, и неважно, чем вы занимались, либо занимаетесь сейчас. У вас есть способность к зарабатыванию. Причем зарабатыванию, я вам так скажу, серьезных денег. Но вы почему-то эту способность не развиваете. Здесь как какой-то комплекс вам мешает. Что-то внутри, понимаете, вот внутри, вот какая-то уверенность, что я не смогу, у меня не получится, либо я не для этого рождена. Ну, вот как-то так, вы сами себя настроили, либо, может быть, вам такую мысль внушили те, кто вас окружал, либо окружает, да. На самом деле, можете, прям огромная восьмерка вам в руку идет. Ну, восьмерка — это вообще число мастера. У кого восьмерка в руках, тому все подвластно, да, на воздухе заработает, понимаете, на каких-то вот, не знаю, мелочах человек может очень серьезные деньги поднять. Хотите стать мастером, хотите свои деньги заработать, боритесь с этим убеждением, что я не могу, у меня не получится. Боритесь сами, боритесь при помощи специалистов. Но надо что-то с этим делать. Это не порча, это не сглаз, это не проклятие. Это какая-то внутренняя установка, ну, либо какой-то прям комплекс у вас сформировался. Вот. Вы мастер по рождению, по роду, по сути, по предназначению. Поэтому надо убрать этот шор, этот зажим, этот комплекс и становиться тем, кем вы рождены. Видите, вот она, огромная восьмерка. Это вы и ваша суть. Вы можете, вы даже не просто можете, вы для этого рождены, да, для того, чтобы зарабатывать. Просто нужно
себя проработать и избавиться от того, что вам мешает. Ну и также, мои хорошие, кто сейчас в поиске работы, большая восьмерка вас ждет. Причем и мужчин, и женщин. Здесь через чьи-то руки. То есть вас куда-то позовут, пригласят, либо вам кто-то подскажет, вот куда пойти, чтобы работу найти. Может быть, даже кто-то поучаствует, да, кто-то за вас договорится. Ну, мы все взрослые, мы знаем, как это происходит. Большая восьмерка. То есть это и деньги, и карьера, и развитие. То есть, устроившись на работу, вы и деньги заработаете, очень быстро будете развиваться и карьерно расти. И, кстати, работа, она где-то вот уже рядом, да, рядом. Либо вы уже понимаете, о чем я говорю, либо вот-вот это событие случится. Но вижу чьи-то руки, какие-то руки участвуют, вот как, ну, помогают, дают направление, за вас словечко замолвят, вот, позовут вас, да, вот так мне идет. Через руки. Не сами вы вот прям идете и находите, а вот кто-то должен поучаствовать, либо приложить свою руку для того, чтобы эту восьмерку вы обрели. И еще такой момент. Обретя эту восьмерку, вы должны быть готовы, что это прям даже не просто в долгую, я бы даже сказала, в бесконечную. Но вплоть до того, что вы там, например, достигнув пенсионного возраста, не захотите уходить, и опять же вас не захотят отпускать. Здесь все как-то по любви идет. Ну, понятно, что да, если место хорошее, хороший коллектив, работа нравится, деньги дают, вот вы скажете, ну нет, я еще буду работать, да, мне нравится моя работа, я ее люблю. Но опять же там руководство будет говорить, господи, да не уходи, мы же без тебя тут все закроемся, прогорим. Слушайте, ну вот как-то тут-фу, дай Боже, двумя руками постучу, вот прям идеальная восьмерка. Если вы хотите заниматься своим делом, да, прям чувствуете, что вот готово, да, настроилась. Дождитесь, пожалуйста, новолуния и смело начинайте. Вот поверьте, у вас точно получится. Вы для этого рождены. Дальше показана дорога с вещами. Допустим, да, вы все разные. У кого-то переехать, у кого-то вернуться, у кого-то в определенную точку добраться, да, вот, ну, что-то серьезное на жизнь влияет, может быть, даже как на ПМЖ куда-то выехать. Дорога с вещами, и эта дорога, она ведет вверх. То есть дорога будет максимально удачная, она вам по судьбе, либо это и есть часть вашей судьбы, ну, куда-то съездить, уехать, переехать, ну, у кого-то еще вернуться. Вещи указывают на то, что вы опыт берете с прошлого, да, и этим опытом прокладываете себе дорогу в будущее. Ну, это как в сакральном смысле. А если мы говорим в прямом смысле, ну, эта дорога в долгую мне идет, да. Вот раз и навсегда взять и переехать, либо уехать, либо вернуться. Вот как-то так мне идет. То есть это точно получится, это то, что вас ждет, это то, что буквально вот уже как на пороге у вас стоит. А вот тут у меня что-то связанное с детьми. Дети. Вы для своих детей чего-то хотите. Дети могут быть как и маленькие, так и уже взрослые. Вы вот хотите и делаете. Вот все, что от вас зависит, вы делаете. Может быть, хотите дать хорошее образование. Может быть, хотите вылечить детей, если там какие-то заболевания, да, либо вредные привычки. Вот чего-то вы хотите. Здесь показано, что сами ангелы вам будут в этом помогать. И то, что вы для своих детей хотите, оно точно исполнится. Либо этому быть, причем гораздо ярче, лучше, светлее, чем вы вот изначально думаете, задумали. Вот как сами ангелы помогают. А может быть, это духи вашего рода. Да? Вы все разные, у каждого будет по-своему. То, что для детей хотите, ваши дети точно получат. Да? Вот так можно сказать. Так, еще здесь показан какой-то момент преображения. Мужчины и женщины одинаково. Преображение неизбежно, оно заложено в вашей судьбе. Преображаться кто-то будет внешне, кто-то внутренне, кто-то внешне и внутренне. Я вижу, что вы меняетесь, и меняетесь, вот как краше становитесь, лучше. Знаете, вот когда сам от себя кайфуешь, не только от своей внешности, но и от своего ресурса, от своих возможностей, способностей. Да? Вот мне именно такое преображение идет. И этого преображения вам не избежать. Мужчины и женщины одинаково. Но
вам это точно понравится, и это именно то, что вам в жизни очень сильно, как пригодится, мне идет. Да? Благодаря этому очень многое в жизни вам будет доступно, либо будет получаться, будет совершаться, будет преображение. И также такими знаками показывают открытие таланта, либо открытие дара. Опять же, вы у меня разные. Кто-то талантлив, кто-то одарен, а у кого-то и то, и другое. Да? Есть и такие люди. Здесь показано и раскрытие, и то, что вы этим пользуетесь. Как реализация показана. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо. И пусть это видео найдет именно тех людей, кому все эти советы, подсказки были адресованы.